А теперь давайте я вам вкратце расскажу про этот cloud-систему. Я скажу так, что здесь, конечно, много-много тайн за собой останется, потому что я знаю, что компания теперь уже рассказывать все не будет нам. Хотя и даже мы имеем долевых единиц, потому что тут все-таки еще останутся такие тайны, которые не захотят, что это уже пошло на публику. Самое интересное дело и самое главное дело, что если мы сегодня разговариваем, вот я сегодня сижу в городе Нерехаза, Венгрия, вы сидите в разных других краях, там Украины, России и так дальше. Сейчас у нас проходит система все через кабель, через провода и так дальше. То есть что это получается? Тут получается, что, может быть, иногда вы замечали, что где-то, хотя на сегодняшний момент компания iVavi на самом-самом высоком качестве это уже разработала, но вы все равно иногда видите, что есть какое-то малейшее опоздание и так дальше, и так дальше. Конечно, это еще от вашего компьютера зависит и от вашего интернета. Потому что все-таки к нашему продукту, хотим это, не хотим, нужен интернет. Где мы сегодня получаем интернет? Сегодня мы получаем интернет от провайдера с помощью кабеля и так называемой через мобильную сеть. Потому что сегодня каждый мобильный оператор уже дает возможность 3 или 4G, и мы используем с помощью 3 или 4G интернет. То есть для нашего продукта нужен интернет. Но теперь смотрите, что произойдет буквально через несколько недель, как наш сигнал будет переходить, скажем, от А до Б. Вот посмотрите, пожалуйста, картину. Вот вы видите картину, примерно вы находитесь где-нибудь там в середине Европы, и вы хотите пообщаться с человеком, который находится на корабле, с помощью продукта компании iVavi. Сигнал, передача программы, то есть это видеопотока, уже будет, то есть давайте сейчас не спутаем интернет, давайте интернет сейчас оставим сбоку, потому что интернет является системой движения нашего сигнала, то есть он как бензин, вот. А сам сигнал с помощью интернета у нас работает, и теперь наш сигнал будет проходить через спутник. То есть получается, что это впервые сегодня в мире так называемая стрим-технология будет проходить через спутник. Это говорит о том, что примерно если, скажем так, Attila Juhas в Америке откроет какой-то фильм, бродкастинга или PowerPoint и хочет показать, скажем, Влади Сильцеру, который в гостях находится, скажем, в Хабаровске. Влади Сильцер кликнет на эту, то есть, так скажем, то есть Attila откроет видео, и Влади будет все это видеть в real-time, то есть один в одном секунде. И если меня пригласят на это, так скажем, мероприятие, то я, когда включусь, то вижу от того момента. И также разговор видеорежима будет идти абсолютно без всяких задержек. То есть, знаете, здесь уже фантазировать нам дольше нельзя, потому что тут есть определенные тайны. Мы единственное можем представить, что cloud-система будет работать с помощью через спутника. То есть получается, что серверное обеспечение компании iVavi, который принадлежит, так скажем, инвесторам, ну, то есть Bill Stark, теперь уже также у нас также принадлежит Westland Bunker, то есть теперь туда уже поток сигнала будет проходить не через кабель, а с помощью спутника. Вот это действительно будет очень быстрый момент, то есть даже нельзя будет сказать доли секунды. То есть здесь именно опоздания в сигнале видео вообще никакого не будет. И уже сегодня видите, что нету, но на маленьких мобильных телефонах также будем разговаривать без всякого
опоздание. Понимаете, то есть сегодня, если разобраться по большому счету, с помощью мобильного инструмента, так что все аппараты могли, то есть сегодня нам что важно? У кого-то Android, у кого-то iOS, у кого-то BlackBerry, понимаете? И получается, что, к сожалению, сегодня нет возможности коммуникацию проводить в режиме видео качественно между этими аппаратами. А вот эта система именно даст всех людей на свете общаться с помощью мобильного, так скажем, видеопотока. Я думаю так, что нам будет самое важное то, что мы будем знать, что сегодня существует такая система. И представьте, включатель в вашем доме, вы включаете свет, у вас моментально включается свет. И у нас такая же система будет. Хотим переговорить, скажем, с Атилой Юасом, или с Владой Сильцером, или со мной, или с Евганом, раз, и уже мы разговариваем. Почему? Потому что наш поток сигнала, видеосигнала уже проходит через спутник. То есть получается, что как будто бы вверху летающие сервера, понимаете, летающие сервера. Но получается, в самом деле, все наши дела, которые хранятся, они также будут храняться на Вестланд-бункере. Только передача потока сигнала будет ускорена с помощью, так скажем, спутниковой системы. И дальше я уже даже не хочу глубже еще войти в эту ситуацию, потому что, понимаете, это сложная уже ситуация. И самое главное, чтобы вы были спокойны, такой сегодня ни одна компания мира не изготавливает. Я думаю, что в дальнейшем будет у нас тут возможность немножко больше еще узнать об этом. И те люди, которые сегодня очень умные айтишники, они, знаете, получат достаточно хороших ответов, что почему, скажем, разница между скайпом и между iVavi, теперь уже можно сказать, что небо и земля. То есть, когда вот эта система запустится, это уже будет действительно небо и земля. То есть, это уже не сравнить два системы. Самое главное, что здесь уже, то есть, передача сигнала уже будет проходить через спутниковую систему. А теперь скажем так. Что будет, если через год или через полтора года запустится Outernet? Понимаете? То есть, вот это сегодня то, что есть у нас коммуникация, это древний век. Отношение к тому, что уже вот начнется у нас через 2-3 недели, что уже начнется система Cloud, и плюс еще на это когда-то запустит Outernet. Вот я вам почему говорю, что интернет сейчас надо отложить сбоку, потому что очень многие люди путают, думают, что безинтернетная связь является наша система. Наша система без интернета работать не будет. Потому что, вот смотрите, вот этот планшет, да, если у него нету интернет-подключения, он кусок железа, стекло, который ничего не дает, понимаете? Если есть интернет, то он моментально включаться будет с cloud-системой и начнет работать. Когда запустят новую систему Outernet, это мы даже не знаем, кто эту систему создал, но его создали в Америке. И считайте, что когда его запустят, тогда практически не будет такой точки мира, где не будет интернет. Если даже провайдеры местные, скажем, что не будут работать, все равно интернет, это так называемый Global Wi-Fi Network, то есть это получается всеобщая мировая интернет-система. То есть это запускается буквально через год, через полтора, через два. Еще раз говорю, именно к этому никакое отношение к компании iVavi нету. То есть это то, что эту картину вам показываю, потом никому не говорите, что компания запускает Outernet, потому что это неправда. Но система Outernet реально буквально через полтора года стартует. И тогда, к тому моменту, представьте себе, почему и Билл Старки, и все инвесторы знают, что то, что сегодня они разработали, не то, что миллионы, а миллиарды людей будут себе
присоединять, понимаете? То есть, действительно, с нашим продуктом осталось очень короткое время, когда он начнет действовать, и Alternet осталось очень короткое время, когда он запускается. И два в одном это будет сумасшедший мир. Потому что представьте такое, что сегодня можем сказать, что практически у нас обеспечен интернет везде, потому что сегодня куда бы ни поехали бы, везде есть. Но везде есть какие-то заморочки. Вот в аэропорту примерно, там надо код записать, или там в Макдональдсе надо съесть какого-то сэндвича, чтобы код записать, или еще что-то, понимаете? То есть сегодня просто действительно идет заморочка, но он есть. Система, то, что компания iWabi разработала, он исключительно супер будет даже работать на 3, на 4G. И сейчас еще, кроме этого, еще провайдеры уже, знаете, они знают, что у них большая проблема в будущем, потому что Alternet заберет их хлеб. Они уже даже 5G сейчас запускают. Теперь уже в Женеве, когда была выставка мобильных телефонов, даже уже заговорили и показали, как будет работать 5G. Понимаете? То есть им деваться некуда. Alternet однозначно 100% заберет хлеб провайдеров. Сегодня то, что компания iWabi разработала, ему без разницы, понимаете, он будет и на этом работать, и на том работать. То есть это, представьте, такое, что транспортное средство, которое может работать от электричества, от бензина и от топлива. То есть вот это то, что создал на сегодняшний момент компания iWabi. Вернее, я буду так сказать, что разработчики компании, потому что это он выразил, что это именно IT поддержка компании разработала. Вот. И это уже объявлено было перед 100 с лишним человеком. И плюс после этого Биостарки еще вышел на аудитории венгров, и там тоже самое рассказал, объявил. И даже Атила Югас мне вчера сказал, что да, действительно, это начнем мы с вами сначала, Field Vice президента, интернациональные директора и выше, начнем уже в ближайшее время испытывать, начнем его, то есть через него начинаем уже разговаривать, а официально все это запустится после конвенции Будапешта. Но я думаю так, что нам никогда нельзя сказать даты выходов, потому что мы, сами знаете, мы уже несколько раз ожглись, потому что все-таки, если сейчас нам компания iWabi все рассказал бы, тогда они 100% не существовали бы, потому что другие компании тогда уже тайны от них забрали. То есть Биостарки очень хороший дипломат, он может обрисовать, что это будет, мы можем представить, а в самом деле это когда выйдет, будет похоже на него, но может быть даже процентов на 70 он нам это не договорит. Нельзя это, все-таки это тайна. Хотя уже мы тоже находимся в доле компании, все равно тут же тоже есть такие люди, которые могут действительно этих тайн передать дальше. А что будет, если через неделю выдаст это какая-то другая компания? Так что они это очень-очень прекрасно делают. А теперь представьте следующую картину. Вот огромное количество людей. Вот, скажем так представьте, что вот даже если вот такую большую плац набрать людей, и они начнут использовать через вас, именно через вас, эти продукты массового спроса, у вас также один цикл будет стоить $25. Так что посмотрите, сколько вот только на этом плаце $25. Только на этом плаце. А если посмотреть земной шар, а если посмотреть то, что сегодня действительно на земном шаре нет такой нормальной системы, которая может обслужить именно в режиме видеокоммуникации. Впервые в мире это выпустит компания iWabi, как он и сказал. Так что Биостарки не зря всегда вот это говорит, что будет number one видеокоммуникация. И мне очень жаль, знаете, что большое количество людей это просто не верили, не поверили. Я уже сейчас вижу, что есть такие люди, которые уже начинают уже возвращаться обратно, потому что все-таки видят развитие. Я вам скажу, что вот тот момент, когда они выдали нам на планшету эту
Система это просто, они сделали такую системочку, чтобы, ну, мы работали, не ждали, потому что если они еще не выдали бы на планшету, тогда еще больше было бы у людей сомнений, понимаете? А сейчас то, что увидите уже на смартфонах, это уже какой-то невероятная система будет, которую никогда еще никто не видел. И понимаете, почему его тяжело представить? И почему тяжело об этом даже разговаривать? Это, знаете, когда люди получат хорошую... Вот мы говорим о хорошем удобстве. Но пока человек не сядет туда и не попробует, он не может дать отражение, что это хорошо или плохо. Как только человеку дают возможность сесть в это удобство, он тоже моментально может это рассказать. Но есть еще такие люди, которые чувствуют, но даже не могут выразить и рассказать. Вот такая будет вот эта новая система, которая выйдет, что сначала люди не врубятся, а потом они начнут привыкать, как мобильный телефон. Вот впервые, когда мобильные телефоны вышли, люди не знали, что это даст. Что это даст, понимаете? А потом вышел мобильный телефон. Люди начали пробовать, начали нюхать его, а потом почувствовали, что без мобильного телефона уже ни шага. И вот то же самое произойдет здесь. Почему мы всегда сказали, что компания в ближайшее время создаст продукт массового спроса. Да, прошло, конечно, 3 года, как мы это уже начали озвучивать, да. Но представьте себе, что если дом строится, там тоже нельзя сказать, что сегодня уже можешь туда заселяться. Можно потихонечку заселяешься, а после того, как он уже готовый будет, пожалуйста, живи и радуйся. Вот то же самое произойдет у нас в ближайшее время, который сильно подкинет еще, так скажем, уровень компании. Еще дороже станет компания, еще дороже станет наша доля. Я даже не могу представить, что может здесь произойти через год, через 2, но чувствуем, что огромное дело пройдет. И если мы уже здесь, я тоже хочу поприветствовать моих людей из Черновца, Юра Харамита, и еще здесь ребята из Таджикистана, которые тоже уже почувствовали, что да, эта система для Таджикистана также нужна, как для Европы. Так что вот то, что я хотел вам вкратце рассказать. Конечно, вот эту cloud-систему, еще можно было их, конечно, до последней шайбы разобрать. Но это, понимаете, не мое дело. Наше дело это действительно дать людям понять, что компания Huawei создала такого, который еще ни одна компания не создала. Спасибо за внимание.